Это второй заключительный день визита делегации из Ставропольского края. В условиях импортозамещения, жесткого санкционного давления Запада все российские регионы сталкиваются с одинаковыми проблемами. Участники бизнес-миссии считают важным не останавливать точку роста и продолжать развиваться. Это и послужило поводом общения предпринимателей на живых площадках. Отметим, Ставропольский край является лидером по промышленному производству по СКФО. 73% экспорта всего Северокавказского федерального округа составляет продукция именно товаропроизводителей Ставропольского края. И сегодня их бизнес выражает готовность делиться опытом и передовыми технологиями с ингушскими коллегами. Мы используем активно ресурс торгпресс за рубежом. Мы можем сегодня сказать о том, что наши товары представлены практически во всех уголках мира. Мы видим, что именно таким комплексным подходом, а именно в синергии с другими регионами, сегодня мы говорим о Республике Ингушетия, мы можем добиться лучших результатов. Днем ранее бизнес-сообщества обоих регионов обсудили меры по расширению межрегионального бизнес-сотрудничества. А уже сегодня гостям были презентованы самые крупные инвестплощадки республики. Развитие индустриальных парков, борьба за инвестплощадки, поиск инвесторов – первостепенные задачи, которые перед собой ставит экономический сектор. Участники встречи убеждены, что субъекты СКФО должны в этом направлении работать вместе. Одна из основных целей региона – повышение индекса промышленности. Гости из Ставрополя отметили – Ингушетия имеет достаточно высокий потенциал для развития на территории особых экономических зон. Были просто поражены масштабом и насколько, с какой душой эти предприятия работают в настоящее время, несмотря ни на какие сложности. Ведь сегодня мы сталкиваемся все с тем моментом в условиях импортозамещения по подбору тех или иных комплектующих, сырья, но мы видим, что стремительными темпами предприятия Северокавказского федерального округа и еще развивают в том числе и экспортную составляющую. По итогам совместной работы представителями бизнес-сообществ регионов были приняты ряд решений. Обмен опытом по вопросам реализации инвестиционных проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства, обмен информацией о проведении крупных форумов и круглых столов с инвестиционной тематикой, содействие в организации взаимных бизнес-миссий хозяйствующих субъектов, взаимный обмен информацией о субъектах малого и среднего предпринимательства обоих субъектов, заинтересованных созданием совместных производств и не только. Содействие развитию сотрудничества образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций и научных организаций, расположенных на территории обоих субъектов, в том числе в сфере академической мобильности студентов, преподавателей и научных работников, реализации совместных научно-исследовательских проектов и программ. Важным вопросом в ходе проведения бизнес-встречи стало решение о проведении совместной работы в вопросах экономической и социальной интеграции в республике ДНР, ЛНР и освобожденные территории. Мы видим, что на сегодняшний момент наше политическое пространство, оно также направлено на то, чтобы развивать и укреплять, и помогать нашим партнерам, которые находятся сегодня на как раз вот том непростом пути. И здесь мы говорим о республиках Донбасса и Луганска. Мы направлены в настоящее время на поддержку этих регионов. И здесь нам, конечно, совместно с Республикой Ингушетия мы можем совместно как раз бизнес, органы власти найти те ключевые и важные моменты поддержки продукции по получению продукции, в том числе и промышленного комплекса этих территорий. В общем, все принятые решения на итоговой встрече коснулись и отраслей промышленности, туризма, развития сферы услуг, сельского хозяйства, медицины, строительства, экспорта и занятости населения. Также важной темой участники мероприятия считают молодежное развитие. Молодежь сегодня – это драйвер экономического роста. Это развитие и креативной экономики, это и поддержка молодежных предпринимательских инициатив. Мы видим сегодня, каким стремительным темпом развивается поддержка самозанятых граждан, предпринимателей. Знаем, что вот сегодня мы узнали, у вас в республике очень активно пользуются мерой поддержки. И сегодня и центр «Мой бизнес» очень активно у вас работает. И я думаю, что так же, как и наш центр поддержки предпринимательства и фонды, это вот то окно, куда можно сегодня прийти, получить полностью информацию, открывать свой бизнес, не бояться. Основной целью этой площадки представители Минэко региона назвали увеличение взаимодействия власти и бизнеса, чтобы власть услышала бизнес, а бизнес – власть. По всем намеченным планам на итоговом коммюнике правительствами двух субъектов будут приняты соответствующие решения. В процессе работы они будут дополняться и усовершенствоваться. Я думаю, что вот это
Вот, первый шаг продолжения нашего сотрудничества, я думаю, оно будет плодотворное, если у нас будет начало, я думаю, и на этом оно не закончится, и уже во всех направлениях, которые интересуют и нас, и Ставропольский край, мы вот это сотрудничество продолжим. В рамках мероприятий на второй день гости познакомились не только с инвестиционным потенциалом республики, но и с ее туристической привлекательностью. Для делегации была организована поездка в Горную Ингушетию, где расположены самые значимые достопримечательности региона. Ну а в завершении встречи в бизнес-отеле гостям из Ставрополя Минэк региона вручил памятные подарки. Диана Дударова, Хамзат Халухоев. Новости 24.